Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканалов национальной вещательной компании «Саха». Программа «Не пропусти главного». 2016 год ознаменован годом благоустройства населенных пунктов в Республике Саха-Якутия. Сможем ли мы все вместе сделать за этот год нашу жизнь чуть-чуть благоустроеннее? Поговорим мы сегодня об этом с нашими гостями. Добрый вечер. Спасибо, что уделили время, пришли к нам в программу. Наверное, начать нашу беседу, я думаю, с того, вообще обсудить, что такое год благоустройства. Вообще, что входит в это понятие в благоустройстве. Да? То есть я имею в виду, благоустройство, вот я вышел у себя во дворе, да, цветочек посадил или там скамеечку поставил, вроде как благоустроил. Правильно, Да? правильно понимаете. Что республика Как по законодательству вкладывает, да, вот в это понятие, Наталья Николаевна? Давайте, наверное, я скажу, конечно. Вообще нужно понимать, что правовую основу деятельности как органов государственной власти, как органов местного самоуправления устанавливают два федеральных закона. Это 184 федеральный закон и 131, всем известный об общих принципах организации местного самоуправления. Так вот, в статье 2 закона об общих принципах организации местного самоуправления дано четкое понятие, что такое благоустройство территории. Так. Это комплекс мероприятий, предусмотренными правилами благоустройства, причем правила благоустройства утверждают органы местного самоуправления сами, направленных на содержание, облагораживание объектов благоустройства в целях создания экологической, санитарной и эстетического условия проживания граждан. То есть все, что радует глаз, так если уж совсем говорить, да, чтобы это было экологически чисто, чтобы у нас все цвело и красиво пахло. Это должно быть выглядеть красиво, глаз, как говорится, радовать. И я даю за понятие, что такое объекты благоустройства. Так. Объекты благоустройства — это сама территория населенного пункта, где расположены земельные участки, которые принадлежат как частному физическому лицу, как юридическому лицу, так как государственной собственности, муниципальной собственности. Сама территория, земельные участки. Это дороги общего пользования, это тротуары, это скверы, это парки, или, как мы говорим, зона рекреационного назначения, это бульвары, это фонтаны, это объекты культурного назначения, это памятники, это зеленые насаждения, это объекты уличного освещения. Вот это основное. И что очень важно, это внешняя стена зданий, не само здание, а внешняя стена зданий, это цоколи, это кровля, это входная группа, крыльца и подъезды. Вот все, что это на внешнем. Потому что там есть правило, что на каждом здании у нас должна быть табличка с номером, да, с названием улицы. Это тоже требование правил благоустройства. И это входит исключительно в полномочия органов местного самоуправления. Вот это и является объектами благоустройства. И именно вот это все нам нужно сейчас, как говорится, навести порядок там, где это упущено. Это точно так же, как образование. Вот у нас очень многие будут. Что такое благоустройство? И начинают говорить: я хочу, чтобы у меня были теплые туалеты, горячая вода, и канализация и так далее и тому подобное. То есть это к этому не относится? Нет, однозначно благоустройство очень тесно связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Но инфраструктура, вот эта коммунальная, да, инфраструктура, это совсем другое понятие, это развитие жилищно-коммунального хозяйства. А мы сейчас говорим про благоустройство, где четко в 131 законе написано, это полномочия. Должны быть утверждены правила, где в правилах определяться периодичность уборки территории, вывоз там мусора, содержание дворовых территорий, детских спортивных площадок и так далее. Вот что входит в понятие благоустройства. Это никак не канализация. Точно так же, как образование. Мы же четко понимаем, что есть дошкольное образование, есть среднее образование, есть высшее образование. Вот здесь то же самое. Благоустройство территорий и благоустройство жилых помещений — это совершенно разные вещи. То есть, вот я говорю, я смотрел, когда интервью различных муниципальных образований, когда они говорили, вот им задавали вопрос о том, а что для вас важно, да, они говорили, вот нам нужно детский сад построить. То есть это, в принципе, не относится это уже объект образования. Да, это объект образования. Понятно. Как вы думаете, понятно, что год образования, его определил в своем послании глава, как вы думаете, в чем причина, почему это настолько актуальная тема, что для этого необходимо было объявлять год благоустройства? Да, в послании глава обозначил, что год благоустройства, я понимаю, что это были по результатам социологического опроса, и как показали эти опросы,
население больше всего волнует благоустройство территорий Мгм. населенных пунктов. Вот у нас сегодня присутствуют главы различных муниципальных образований. Что для вас год благоустройства? Насколько это актуален год? Насколько актуальны проблемы благоустройства для вас? Ну, давайте начнем с кого? Пожалуйста. С вас, Елизавета Николаевна. С меня. Да. Ну, естественно, год благоустройства, да, он начался не сегодня. Ага. Я помню, еще с 2008 года год благоустройства, он был объявлен уже, да, это как Именно акция год тогда. благоустройства был Именно был по городу объявлен городу. год По городу. благоустройства, да. Понятно. Эта причина служила тех же несанкционированных свалок, мусора, это было изобилие всего. Мгм. Вот, и была также организована акция «Личный пример». Вот Мгм. под эту акцию, естественно, были и волонтерские движения, и общественность, и призывали и руководство республики, города. То есть участие Объединения. с того времени также начинали все. Вот. И, естественно, это мусор, это свалки, это наши дороги, территории. Мгм. Это нужно все убирать. А потом у нас же был еще 13-й год, ну вот личный пример, 14-й год, год солидарности, 15-й год, год народной инициативы, наоборот, 14-й год солидарности, 15-й год народной инициативы. То есть это все в одно складывается, это и есть благоустройство, то есть мы обустраиваемся. Город-то у нас какой, пригороды ликуют. Мгм. Когда у нас отчет главы города проходил, и прям, ну, я не знаю, 90-80% уже все на отлично, а то и говорят и 5 с плюсом. Мгм. То есть город, население это уже не поднимает те вопросы, кран не бежит, там, кран бежит, вода течет или еще что-то То там. есть какие-то мусор. личные такие глобальные проблемы, вы Да. считаете, были решены, Да, и поэтому да, как бы вот именно благоустройство общей территории стало да, актуальным. актуально, Мгм. конечно. Ну, А вот хочется для жить, вас, вот, кстати. вот в вашем населенном пункте? Ну, я согласен с тем, что вот это вот, ну, вот эта тема не появилась сегодня, да, потому что вот 2013 года муниципальным образованием начали выделяться реальные вот деньги, да, Мгм. по 1 миллиону, по 2 миллиона, в зависимости от населения. И мы, люди, которые вот работающие на местах, мы начали вот, конкретно ощущать вот, поддержку, потому что начиная вот с 2008-2009 года на наших совещаниях всегда говорилось о том, что вот, у нас очень много полномочий, которые не подкреплены финансовыми средствами. И мы сейчас конкретно ощущаем то, что вот правительство идет к нам навстречу. И вот само понятие и актуальность темы благоустройства, оно на самом деле достаточно закономерно, потому что вот, ну, вот с такими направлениями, как вот развитие производства на селе, там, развитие и других даже отраслей, Мгм. вот тема благоустройства, она всегда, она все равно должна. То есть это влияющая такая тема на другие, как бы, скажем так, отрасли, Нет, да? ну она не влияющая, просто она в равной степени имеет равную степень важности. Понятно. Я А бы еще добавила, Мгм. Павел, да? Да. У нас же скоро 100-летие образования Якутской ССР. Да, да. И я думаю, что это совсем То есть мы готовимся времени таким мало. образом. Конечно, Понятно. в том Понятно. числе это. Кстати, да, действительно, резонно, как бы, актуальное На замечание. будущий год у нас в России проходит под эгидой год экологии. Ага, да. То есть это тоже все. А в этом году еще дети Азии последние. Азии. А у нас игры. еще дети Азии. И Город мы под встречаем эгидой, очень год много. труда проходит. То есть мы трудимся на благо Трудимся. благоустройства. Это все благоустройство, Верно. Так, естественно. уважаемые зрители. Вот, в принципе, для ваших населенных пунктов, если говорить, ну, например, ваш, да, какие проблемы благоустройства? Ну, понятно, что они все, наверное, везде одинаковые. Ну, вот ваши применительно. В чем у вас, как бы, скажем так, применительно к вашему населенному пункту, какие проблемы главные в благоустройстве в своем населенном пункте? Ну, мы по благоустройству в нашем селе, например, начали работу, вот, как коллеги говорили, уже с 2013 года. Это вот Мгм. самые основные проблемы, это вот улицы, Так. уличное освещение, вот как, и ну, вот отсутствие хороших детских спортивных площадок. Вот, Мгм. с прошлого года, ну, с 2015 года, то есть вот, когда вот начали, да, уже средства предусматриваться, мы основной уклон сделали на эти работы. Так.
То есть тоже участвовали вот в конкурсе Министерства ЖКХ, президентские 2 миллиона, плюс конкурс Министерства транспорта на ремонт улиц, да, дорожный фонд. Вот, на эти средства мы начали делать ремонт своих улиц, новые светильники поставили, детские площадки закупили, спортивные площадки начали делать. Вот такие работы. И плюс снос старых строений, ветхих строений. Вот, в основном такие работы, да. И еще хотелось бы добавить, у нас, наверное, у всех поселений самая большая проблема — это свалки. С 2015 года у нас начали вот надзорные органы требовать в соответствии с федеральным законом, да, чтобы облагоустраивали свои свалки. Например, в моем наследии 2 свалки, и их, они как в лесном массиве стоят, огорожены и все, да. А там по закону требуется, надо там отдельный участок предусмотреть, огородить, технику надо там поставить, гараж отдельный, дом для обслуживающего персонала. Я прошу прощения. Там очень много затрат. Понятно. У нас, одну секундочку, мы продолжим. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такие вот вопросы к вам, 2 вопроса. Будет ли облагаться налогом субсидированные деньги для благоустройства, либо нет? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Если земля, на которой хотят облагоустроить территорию, принадлежит организации, то эти деньги Я прошу прощения, вас совсем плохо слышно. Я прошу прощения, второй вопрос можете повторить? Вас совсем плохо слышно. Ага, хорошо. Если земля, на которой вы хотите сделать благоустройство территории, принадлежит организации, то куда деньги вы дадите? Организации, чтобы она облагоустроила территорию? Либо вы как-то договоритесь, либо через тендер, сами облагородите эту территорию. Я понял, спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, Немножко не поняла, да, собственно говоря, облагаются ли налогом деньги субсидированные? Ну, наверное... Давайте я сперва скажу, кто является получателем. Давайте, Получателем субсидий являются органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления утверждают 3-летние планы, и в рамках реализации этих 3-летних планов, вот то, что главы говорят, предусмотрено у них как освещение, как детские спортивные площадки. Они направляют туда мероприятия. Ничего это не облагается налогом. Я здесь То есть это деньги, которые получает только муниципалитет? Это только муниципалитет. Вот человек спрашивает, а вот организации хотят облагородить, могут они получить эти деньги или нет? Нет, получателем являются исключительно органы местного самоуправления, поскольку это их полномочия, и вот по указу главы республики, который был принят еще в 2014 году, вы знаете, о содействии развитию благоустройства, вот как раз и была предусмотрена у нас в республике в бюджете порядка, в прошлом году это было 198 миллионов, в этом году уже 450 миллионов, по 4,5 миллионов стало лучшим муниципальным образованием. И вот именно получают их органы местного самоуправления, поэтому никаких тут налогов нет. Ну, мы сейчас как раз поговорим. А если предприятие хочет провести мероприятие по обустройству своих территорий, об этом мы поговорим, как будут участвовать физические лица и предприятия в годе благоустройства в Республике Саха-Якутия. Вот мы немножко вас прервали. Вот тема свалок, которую вы подняли, вы говорите, что именно вот сейчас в соответствии, у вас в принципе получается одно из препятствий, ну, или, скажем, в одной сложности в благоустройстве, это требование закона, да, в части, получается так. А вообще этот год благоустройства может вам помочь пройти эти препятствия или нет? Нет, конечно. Нет. Вот средства, которые предусматриваются для благоустройства, их, если всю сумму пустить на свалку, то это часть проблемы только. Можно я поправлю? Во-первых, нужно четко сказать, что содержание свалок — это не объекты благоустройства, как вот я вначале это сказала. Это вообще уже содержание свалок. Это закон об обращении отходов, который регулируется коммунальным хозяйством. И содержит его или оказывает эти услуги организация коммунального комплекса. И к объектам благоустройства, то, что, как мы это сейчас понимаем, это не относится. Да, это косвенно, да, конечно, это экологическое состояние, это воздух, в конце концов, это все есть.
Но Мгм. это не входит в трехлетние планы вот, по мероприятиям по благоустройству. Хорошо, Наталья Николаевна, давайте, в принципе, тогда уже обсудим, что вообще предполагает собой год благоустройства, какие мероприятия республика планирует. Мгм. Ну, колоссальная сумма, по-моему, озвучена, 2 миллиарда 2 рублей. миллиарда 300. Да. В государственных программах во всех министерствах, вы знаете, у нас, как сказать, планирование такое плановое, да, программное, как правильно говорят. И во всех государственных программах, практически у всех органов государственной власти предусматривается некая сумма поддержки органа местного самоуправления по тем или иным направлениям. Вот как у нас в Министерстве ЖКХ, те же 450 в эти 2 миллиарда 300 входит, Мгм. как предоставление субсидий значит, нашим органам местного самоуправления на мероприятия по благоустройству. Это в Минсельхозе предусмотрены средства на обустройство территорий, да, на строительство. Это в Министерстве дорожного и значит, Строительство, да. транспорта предусмотрены средства на ремонт уличной дорожной сети, на обустройство там, тротуаров и ремонт этих дорог. Точно так же предусмотрено порядка там, 300 миллионов в Министерстве архитектуры и строительного комплекса на строительство и обустройство, значит, территории под, как говорят, малоэтажные застройки и так далее, там, объекты. Вот все в комплексе это, и в том числе гранты, очень огромные средства предусмотрены по линии Министерства молодежи. Порядка предусматривается субсидия на выплату заработной платы значит, строительным отрядам. Мгм. В своем послании глава призвал, чтобы у нас нынче нацелил строительные отряды именно на мероприятия на благоустройство. И на эти цели тоже предусмотрена для них выплата заработной платы нашим студентам, которые будут работать в этих. Это мероприятия предусмотрены значит, в Министерстве спорта на обустройство и инвентаризацию тех же спортивных уличных площадок. Пожалуйста, это тоже средства. Это предусмотрено через конкурсы Департамента содействия и развития гражданского общества. Мгм. Там порядка 10 миллионов предусмотрено на оказание грантовой поддержки для территориальных общественных организаций, для общественных организаций, которые будут принимать есть участие в почти годе все, благоустройства. Почти все все министерства министерства, и ведомства, у них отраслевые отраслевые выделены, и они по своей линии выделяют определенные средства. Да, по своим порядкам. Каким по своим образом они требованиям. это делают? Вот, ну, я имею в виду, каким образом механизм Давайте я получения расскажу, субсидий? я не знаю, вот Ну, давайте Минсельхоз, наверное, Ну, Минсельхоз потом мы скажет, дадим, да, конечно, я слово. скажу в наши. Да, давайте. В прошлом году, вот по указу главы республики, мы выдавали субсидии, вот главы двух поселений, они подтвердят именно по факту выполненных работ. То есть мы поддерживали те муниципальные образования, которые за предыдущий финансовый отчетный год провели те или иные работы и подтвердили их первичными документами, подтвердили их формами КС-2, ну и так далее, КС-3 и платежными там или иными поручениями. То есть действительно провели работы, коллеги тоже это подтвердят, и на ту сумму, которую они подтвердили, но не более 4,5 для сельских поселений, 6 миллионов там для городских округов и 8 миллионов для районных центров, эти средства были предусмотрены. В прошлом году в конкурс выиграли 78 поселений, 78 поселений на общую сумму 178 миллионов рублей. В связи с годом благоустройства и в том числе по обращению глав муниципальных образований, буквально недавно, 20 января, глава республики внес изменения в свой указ. И сейчас, в связи с годом, мы будем выделять субсидии, ну, будем говорить, на планируемые, на реализуемые работы. Слово «реализованных» заменено на реализуемые работы. И выделяться уже субсидии будут не по факту выполненных работ, а по, ну, как сказать, на будущие проекты. На будущие проекты. Ну, понятно, поскольку это государственная поддержка, это их полномочия. Значит, прежде чем получить эти субсидии, покажите, что вы делаете. И основными критериями или как условием получения государственной поддержки на этих теперь будем как сказать, выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной карты развития жилищно-коммунального хозяйства. Дорожная карта развития жилищно-коммунального хозяйства, она была у нас принята в декабре 2014 года, 25 декабря, и органы местного самоуправления должны там некие мероприятия выполнять. Как то, допустим, те же управляющие организации должны раскрыть на сайте реформы ЖКХ свои стандарты раскрытия информации. Но это другая тема, это все знают. Они должны провести мероприятия по разработке программ Я комплексного прошу прощения, у нас развития и сейчас так далее. реклама. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, дальше будет интересно. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Не пропусти главное». И у нас сразу же телефонный звонок.
неожиданно для нас. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Так, я хотел спросить, вот благоустройство города, да, или республики у нас сейчас? Населенных пунктов республики. Ну, населенных пунктов республика. Вот я что хотел спросить. Например, микрорайоны, да, птицефабрика, Маркат, вот, ДСК, благоустройством, что будет делать они? Понятно. Например, Вопрос фасадов, понятен. Ничего этих нету, ничего нету. Вопрос, Частный сектор растет, население тоже. вопрос понятен. Микрорайоны Марха и так далее, город. Ну, Территорию Это города. городское. Территорию города. Территорию города. территория города. Собственно говоря, ответ на ваш вопрос, что этим Это занимается. административные округа, и есть уже планы. Да, то есть в Конечно, данном обращайтесь случае в свой этим округ. занимается территория города. Наталья Николаевна, вы, пожалуйста, вот По продолжите. критериям, да, я Да. хотела сказать, я остановилась, что органы местного самоуправления должны иметь всех разработанных органов программы комплексного развития, коммунальной инфраструктуры. Это вот Чтобы участвовать в этом конкурсе. чтобы эти программы должны быть. Программы по вот, мероприятиям благоустройства должны быть, в которые включены трехлетние программы. Программное же у нас планирование пятилетнее, и в них должны быть учтены эти трехлетние программы. Это должны быть обязательно, у нас, вы знаете, вступил в силу 209 федеральный закон, так называемая государственная информационная система ГИС ЖКХ. Обязательно должны быть управляющие организации, товарищества собственников жилья, которые на территории того или муниципального образования, сами органы местного самоуправления зарегистрируются в этой системе ЖКХ. Мгм. Это как бы те основные требования, которые предусмотрены дорожной картой. Да, еще должны быть созданы общественные советы по содействию и оказанию поддержки населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства или так называемый общественный контроль, который осуществляет. Это тоже у нас в дорожной карте предусмотрено. Это то, что как бы основное по реализации 249 распоряжения главы по реформированию ЖКХ. Конечно, мы туда включили и мероприятия по озеленению территории. Вы знаете, что установлены нормативы, и норматив такой, что если на 0,2 квадратных метра на одного человека территория должна быть озелена, то это понятно, что если численность населения 1000 человек, 200 квадратных метров территории должны быть озеленены. Мгм. Я думаю, это невысокий норматив, но нам нужно этим тоже То есть заниматься. вот эти 100 населенных пунктов, эти 100 Те, кто счастливчиков, бальная да, система будет. а у них будет бальная система, вот они должны выполнить определенные, и Да. тогда они получат. Выполнили, есть документ, получает 5 баллов. Мгм. Не выполнили, пониже и так далее. И все те, кто лучше, кстати, у нас тут делится категория, градация ведется. Это городские округа, это районные центры. И мы нынче ввели, тоже по пожеланиям, предложениям органов местного самоуправления, ввели отдельную категорию, 4-ю категорию. Это северные районы. 13 муниципальных образований будут уже. То есть это как все бы зависит вообще практически от работы Это главы. все зависит. Такая же политика везде. Мы, когда с федерального бюджета получаем какую-либо поддержку, в том числе вот по переселению граждан, громадные средства республика получает. Одним из условий получения этой поддержки является наличие дорожной карты и ее выполнение. Ну да. Вот все это друг за другом идет, и теперь мы сейчас отчитываемся перед Москвой за выполнение той или иной дорожной карты. Ну и сразу же вопрос, наверное, к муниципальным образованиям. А вы готовы участвовать в этих конкурсах? У вас как, баллы много получите? Нет? Как вы думаете? Да, мы все равно будем участвовать, но Все равно. То есть да, не потому очень- что в предыдущих годах Ага. мы тоже получили субсидии, но мы, несмотря на это, будем участвовать, будем надеяться, что тоже получим деньги. Мгм. Кстати говоря, в одном из интервью верхний, не помню какого даже улуса, что-то вот сейчас из головы вылетел, но человек говорил арктического улуса, человек задавал вопрос, вернее, вносил такое предложение, говорит, а может быть вот среди арктических сделать отдельно, потому что Мы и сказали, северный арктический улус, они входят в одну отдельную категорию, одну отдельную 14. категорию, Да, да? да, А, вот так. да. ясно. Мгм. Хорошо. Вот опять же, возвращаясь к муниципальному образованию. Вот сегодня вам принесли, вот выиграли вы конкурс, получили 4,5 миллиона. На что вы потратите эти деньги? Вот прямо сейчас, если говорить. Ну не прямо сейчас, я имею в виду после программы, а прямо сейчас я имею в виду вот В этом году. в этом году. Во-первых, мы должны направить эти средства в рамках тех мероприятий, которые указаны в трехлетних планах. Мгм. То есть не шаг налево-направо это как бы не разрешается. Вот. И направить именно на те направления, которые именно Ну конкретно, вот если конкретно- говорить, вот Ну, на сегодня что? на что? Вот конкретно. конкретно на что? Уличное освещение и Уличное освещение. строительство детских игровых и детских спортивных площадок. Ага. Да.
облагораживание именно вот, Площадок. да, площадок и центр. Облагораживание это что понимаете? Ну, строительство скверов, строительство тротуаров именно вот центральной части поселений, где вот именно Площади, так да, будем говорить, центральные площади, да? через которые школьники каждый день ходят в школу и обратно, да, и ну, Понятно. А вот вы? У нас тоже также в соответствии с трехлетним планом благоустройства, ну конкретно вот в 2016 году это у нас ремонт улиц, установка светильников, уличное освещение, тоже детские спортивные площадки, озеленение, сквер, памятник. Вот такие работы. Восстановление, ремонт памятника. Понятно. Ну, в принципе, понятно. Я думаю, что что-то такого нового придумать, наверное, здесь сложно. Вернемся к Министерству сельского хозяйства. Вот как вы, какие деньги выделяете, на что вот, ваши отраслевые и так далее? Скажем так, да, Министерство сельского хозяйства работает по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», Так. где есть мероприятия, направленные на именно благоустройство сельских территорий. Да. Мгм. Это такие, как комплексная компактная застройка сельских поселений, куда входит инженерка, да, то есть это строительство локальных водопроводов, автомобильных дорог, теплосетей, электросетей. Да. Мгм. В этом мероприятии участвует администрация муниципального образования наследов либо районов. Мгм. Также есть мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Туда входит как строительство скверов, зоны отдыха, спортивных площадок и Это детских гранты площадок. гражданам Российской Федерации? Нет, это тоже в адрес В адрес муниципальных. А они потом, в свою очередь, должны выделить должны- гранты. Нет, они должны реализовать. Реализовать. Да, они участвуют в конкурсном отборе, который мы проводим. Хорошо, я понял. А вот, ну, в любом случае, получается, они-то, муниципальное образование должны, в общем-то, объявлять конкурс для того, чтобы в итоге, как бы, да, облагораживать свои территории. А кто, ну, наверное, следить будет и на каким этапом вот отслеживать вот это- Реализацию, реализацию этого этой плана. Ну, программы? конечно, одним из условий Получается. выполнения тех же предоставления государственной поддержки на эти 4,5 миллиарда это наличие отчета. Мгм. Без отчета мы просто даже не можем рассматривать эту заявку. Ага. И, конечно, мы это будем смотреть. Практически во всех планах предусмотрены так называемые индикаторы, то есть количественные показатели, не просто лозунги, а что должно быть запланировано, что должно быть сделано. Мгм. И я бы вот в этой части еще сказала, мы совсем опустили тему по ответственности за соблюдение По правил. ответственности мы сейчас Позже, поговорим. да? У нас как раз звонок. Давайте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Алло, здравствуйте, это Солокомского района. Я бы хотела спросить, которые деньги предусмотрены на благоустройство поселений, они могут использоваться на ремонт КСК? На ремонт чего еще раз? Культурно-спортивные. Культурно-спортивного комплекса. Понял. КСК. Я понял. Мгм. Культурно-спортивный клуб. Вот. Ну вот мы же сказали, что объектами благоустройства являются места общего пользования. Общего пользования именно расположены территории. Мгм. Культурно-спортивный — это уже объект, ну, как, относящийся к Министерству спорта. То есть, в принципе, я это так понимаю, как что культура, очень... как здравоохранение и так Да, далее. многие не очень понимают, да, как бы это большая проблема. Вот как раз возвращаясь к теме ответственности, потому что это же может возникнуть серьезная угроза нецелевого использования. То есть глава муниципального образования, ну, может быть, неумышленно, но недопонимая, в чем разница между благоустройством и там... Ну, что я могу здесь сказать? Незнание закона не это освобождает от понятно, это ответственности. понятно, да? да. Ну что, такие случаи, возможно, могут быть не исключено, но нужно понимать, 131 федеральный закон органов местного самоуправления, они должны его знать, как отче наш, извините. А в чем ответственность главы А, муниципального образования за... Ответственность за целевое использование по За целевое. бюджетному Мгм, по законодательству. бюджетному. Я хотела сказать про ответственность граждан за несоблюдение Так. правил благоустройства. Ага. Вот то, что мы говорим, органы местного самоуправления утверждают правила, в которых прописывают, ну, я утрированно говорю, через какое время должна проводиться уборка, кто должен ремонтировать фасады, если, извините, там стенка облупилась, крыльца этого здания, допустим, если мусор возле территории магазина находится, если снег завален и остановки автобусные завалены снегом, проходить гражданам сейчас невозможно или скользко. Все эти мероприятия предусматриваются вот в этих правилах.
Если лампочка, вот как вы говорите, все занимаются уличным освещением, вот как правило, в правилах предусматривают органы местного самоуправления, что подряд 2 лампы гореть не должно. Мгм. Не гореть не должны, вернее. Так. То есть нужно, чтобы это все, проводили мероприятия по содержанию. Если у нас 25 градусов на улице летом, то значит должна проводиться влажная уборка. Ну, если твердое покрытие, конечно. Да? То есть вот эти такие простые, как говорится, мероприятия, не то что мероприятия, а требования, в том числе ГОСТом, Санпином, СНИПом и так далее, они должны быть соблюдены. Как то, допустим, контейнер для мусора не должен находиться на расстоянии менее 20 метров от стены дома или от детской площадки. Как территория для выгула собак должна находиться за 50 сантиметров и так далее. Вот эти все правила прописаны. Так вот, за нарушение этих правил как физические, так и юридические лица несут ответственность. И вот здесь уже полномочия субъекта, то, что я вначале говорила, по 184 федеральному закону, именно полномочия органов государственной власти – это установление административной ответственности по соблюдению тех правил, которые утвердили органы местного самоуправления. И еще в 2009 году у нас был утвержден Кодекс административных правонарушений, где предусмотрена статья 6.12 за нарушение правил благоустройства. И предусмотрена ответственность на физических лиц, и вот сейчас я могу точно сказать, от 1 до 5 тысяч, на должностных лиц от 10 до 50, а на юридических лиц, вы удивитесь, от 50 тысяч до 1 миллиона. Ну вот, кстати говоря об ответственности людей, граждан в благоустройстве, вообще вот граждане активно участвуют в благоустройстве населенных пунктов? Я думаю, что сейчас начали. Ну, это наиболее актуально в том плане, что те средства, которые выделены по программе, да, мы вот, допустим, приобретаем там детскую площадку, да, Так. а для того, чтобы установить, да, для этого тоже нужны деньги, да, поэтому нам нужна помощь населения, чтобы на микрорайонах там они помогали их устанавливать, да, тогда таким образом мы экономим средства, да, и второе, мы привлекаем население к А вы вот общественной как жизни. привлекаете население для благоустройства? Ну, вот хотела тоже добавить, коллеги, то, что население у нас, это общественные советы есть, да, это у нас субботники проводим, это различные конкурсы, акции, то есть у нас всегда на День города проводятся мероприятия, когда мы находим своих героев. То есть это благодарить глава города Якутска, а людям, конечно, населению это очень приятно. И столько появилось, сейчас стремительно они начали работать, озеленять свои дворовые территории, фасады домов, особенно, естественно, это частный сектор. Также выходят на субботники по муниципальному фонду. Призываем, и народ идет. То есть добрые коммунистические добровольно идут, Или добровольно приходят, выдаем принудительно единственное, мы инвентарь, перчатки, мешки, люди У нас же выходят. проходят акции. Да. Зеленый день леса Экологии или еще что-то всякие, такое. да, Всё это экологические есть. акции проходят. Субботники, месячники И проходят. в по городе, территории. везде население сейчас идет. А как вы думаете, как еще, что еще нужно сделать, чтобы активнее привлекать? Ведь все-таки благоустройство это по большей части, наверное, наша с вами забота, да, забота граждан. Деньги Начни это только со своего средства. двора называется. Да, начни со своего двора, кстати, хорошая. Да, еще у нас проходит такой день, вы знаете, всероссийский, в прошлом году мы его впервые провели, День соседа. Мгм. Он проходит в мае. И вот, пожалуйста, познакомься с соседом, узнай, кто он, что он. Выйдите вместе на субботник, покрасьте детскую площадку, Мгм. приведите в соответствие требованиям правил, как говорится. Уберите мусор, если он есть во дворе. Мгм. То есть и вот как раз вот такие мероприятия, они должны проходить. У нас в плане мероприятий, которые вот мы тоже сейчас разработали в рамках года благоустройства, должны до 1 февраля в соответствии с распоряжением главы утвердить, предусмотрено мероприятие. Мы рекомендуем органам местного самоуправления проводить вот эти акции. Мгм. На самый лучший дом, на самую лучшую детскую площадку, на самую лучшую спортивную площадку, на Активно самые лучшие участвуют граждане, стены. да? Участвуют. Если вот в сравнении, допустим, даже с 2013 годом, да, может быть, не так особо, то сейчас стали активно участвовать. И вот после того, что как у нас началось народный бюджет, да, по народному бюджету, вот в Табаге, казалось бы, мемориальный комплекс построили ветеранам Великой Отечественной войны. Когда там такое было? Не было. Конечно, это благодаря Ясену Сергеевичу, да. Это, естественно, и вложение населения тоже вносит же свою лепту. Понятно. Но вот, в принципе, если мы говорим о благоустройстве. Кстати, а мешают население часто, то есть вот мы говорили об ответственности,
Часто привлекаются люди за вот, нарушение? Вот, ну, в городе Якутске у нас бывали вандалы, там ломали памятник Карасю Ну, часто. без Да? этого, То есть конечно. в ваших населенных пунктах как население к этому относится? Ну, это понятно, что это культура, прежде всего. Ну, если в этом году мы поставили елку на площади, да, до этого мне говорили тоже, да вы же зачем это делать, тоже население. Да здесь одни бандиты, все это разнесут, уберут, вандалов очень много. Пассивный Что? подход такой Мы- был, Да, понимаете? Будем сменился культуру сейчас? воспитывать. Нет, он не сменялся, да, действительно, видимо, так происходило, я не знаю. Но мы поставили эту елку, она сгорела, и все радовались, и танцевали, и к Новому году уже, и никто ее не разобрал. Мгм. А вот в наших населенных пунктах? Ну, у нас особо таких часто не привлекаются. Ну, Ну, у вообще нас- препятствуют, Да. ну, часто сталкиваетесь? Элементарно Ну, люди есть. ломают, нет, у вас? Ну, таких особых вандалов у нас Вандалов в принципе нет. нету таких. Ну, Понятно. У вас Ну, у нас нет, такого практически нету. Просто в прошлом году мы поставили, был такой случай, мы поставили вот год, ну, по гороскопу, там год вот, Овна, ну, мы поставили, вот, сделали ледяную скульптуру из чубуку, да, и в один день она упала, вот, и мы подумали, что кто-то ее разбил, да. Оказывается, ну, потом, ну, там у нас камера вот работала. Видео. Да, и мы его пересмотрели. Оказывается, это детвора, они хотели сфотографироваться, и они как-то облокотились, и это вот, просто мы ее нехорошо поставили, она упала. И вот и просто то развивая есть вашу хорошо, тему, что да, детей не повредили. да, они наоборот не то что вандалят, да, они наоборот, Радуются, да? да, дети радуются, население, оно больше тянется, вот, ну, у них настроение поднимается, когда вот, лучше. Ну, становится. есть такие А вообще, негожие, но вот их единицы. Есть очень хороший опыт вот города Основная Мирного. масса, конечно, они, Да. население не поддерживают. Города- Я вот города не Мирный, участвуют. Мгм. допустим, да, они конкретно, ну это практически во всех муниципальных образованиях сейчас такое есть, они за организациями, учреждениями, независимо от форм собственности. То есть это индивидуальные предприниматели, это там Алрос или так далее. Тому они закрепили конкретно улицу, места общего пользования, площади, скверы за конкретные организации. И в те периоды, когда мы проводим, как правильно, месячки или субботники, да, по уборке территории, они выходят, облагораживают, озеленяют эти территории. И это делается с большой радостью, не с точки зрения добровольно-принудительного порядка, а это идет именно добровольно. Не знаю, вот по нашему опыту, вот, допустим, в городе Якутске Министерство ЖКХ закреплено за одной улицей, и мы с радостью все выходим. У нас вообще нет Да, таких также и людей, пригородных которые не поселений. желают выйти на озеленение территории. Мгм. Жалко. Понятно. Ну, а вот, допустим, вы знаете, говоря об озеленении территорий, в одной программе мы обсуждали проблему озеленения территорий и часто высказывали мнение о том, что, вы знаете, а у нас вот почему так? Посадили дерево, оно как бы Вот. не это, да? А дальше оно не растет, А дальше да? оно не растет. А А, потому что, ну, Потому что должны быть специализированные муниципальные организации, которые должны содержать эти деревья, поливать. И и это уже еще чьи должен быть полномочия? Опять же, ботанический сад, да. Вот, Да, ну и тоже должны быть какие-то специальные такие Вот- питомники, или как их правильно еще называют. вот по вопрос, рассадке. в принципе, у нас перед рекламой не так много времени. Эффективно использовать эти деньги для озеленения, учитывая, Конечно. что или Тоже можно. все равно? Можно. Ну, И это тоже мероприятие по благоустройству. Мгм. Вот это озеленение, уличное освещение входит в перечень. Мгм, мгм. И, кстати, возвращаясь к вопросу нашего телезрителя, вот участие юридических лиц каким-то либо образом будет стимулироваться? Мы Из этих да, денег? ну как, из этих, не из этих, но если в трехлетних планах предусмотрены мероприятия на поддержку грантовые или там какие-то там премиальные такие, ну, там, говорю, да, ну, поддержка народной инициативы или гражданской инициативы, то, конечно, они могут быть направлены. В этой связи мы вот буквально недавно вот на совещании у главы по рабочему совещанию рекомендовано было всем организациям, отраслевым мероприятиям, Министерству ЖКХ, Министерству культуры, Мгм. здравоохранения провести конкурс на самую благоустроенную организацию в сфере образования, в сфере культуры, в сфере здравоохранения и так далее, те общественные места, в сфере С транспорта. получением стимулирующих призов. Конечно. И призов, и грантов, или премий. Совсем кратко, что у вас угодно. такие мероприятия проводятся? Да, у нас в планах есть, потому что в 2015 году и 2014 году у нас был опыт конкретный, да, мы построили сквер матери и прикрепили его за общественной организацией Нюргун, это общественная организация, которая занимается экологией и благоустройством. В общем-то, дальше мы поговорим о годе благоустройства после рекламы. Совсем коротко, не переключайтесь.
Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Не пропусти главное» на телеканале НВК «Саха». Мы говорим о годе благоустройства в республике, годе благоустройства населенных пунктов в республике. Мы говорили об участии юридических лиц в благоустройстве. Да, ну я привожу пример общественных организаций, да, просто продолжая свою. Мы прикрепили вот именно сквер матери за одним общественной организацией, и они вот целое лето смотрели, поливали. И какие результаты тогда? Собственно? Ну, результаты Цветет? Да. Сквер матери? Да. Замечательно. Вот видите. Деревья Вот живут. последнее время, и в том числе, кстати, и глава республики об этом сказал, необходимость привлечения стройотрядов. Вообще такая практика у вас в республике, у нас в республике, у вас в населенных пунктах была по привлечению строительных отрядов для благоустройства? И насколько это эффективная практика? Да. Пожалуйста. Безусловно, практика идет, да, я по республике, естественно, наверное, тоже. Но я хочу сказать по городу Якутску, в частности, вот и о нашем селе, да. Если в позапрошлый год, в прошлый год по 35 человек нам отправляют студентов, естественно, мы их принимаем, мы их снабжаем и кормят их, и есть место, где отдохнуть, естественно, пообедать, да. Это ведется грандиозная работа, это большое подспорье, это и уборка улиц, всех этих наших белых пятен. Это и они разбирают ветхое строение, это и кладовки входят, они, то есть нам помогают в этом. Мгм. Это очень хорошо. Мгм. А у вас в населенном пункте? У нас, например, позапрошлом году тоже в нашем наследии работал стройотряд в количестве 20 человек. И там есть свой плюс, то, что мы привлекли большую часть своих ребят. Мгм. С нашего наследия тоже студентов. В стройотряд. Да, в стройотряд из 20. И вот какую-то часть из города. То есть, в принципе, это И получается... там есть вот возможность, да, своих ребят подзаработать Вот. и помочь своему селу родному, например, убрать там тоже те же ветхие Высокоэффективное строения, да. использование бюджетных денежных Да. средств получается. А вообще, если говорить об эффективном использовании денег, какие, наверное, ну как эти деньги тратятся эффективно? Я имею в виду, какие-то инновационные подходы существуют при распределении денег на благоустройство у вас, например? Ну, например, может быть, у нас очень большие средства уходят на электроснабжение, да? Да, ну, как у всех. На показатели, на уличное освещение. И нам сейчас со временем приходится переходить на более современные На вот какие? эти светодиодные лампы, допустим. Светодиодные лампы. Они порядка 2,5 раза Экономят экономия. расходы бюджета. Да. Серьезно, на Конечно. 2-2,5 раза. по Да, уличному нам приходится, освещению. потому что мы каждый год увеличиваем количество уличного освещения, и у нас как бы бюджет не резиновый, показатели счетчиков надо планомерно снижать. Мгм. Беречь ресурсы, прежде Да. всего. Вот если говорить об участии населения, да, продолжая, вот каким образом, ну, наверное, население реагирует на вот такое облагораживание поселка? Оно становится более заботливым к своему населенному пункту или нет? Или же все-таки безразлично относится? Как Вы ваше знаете, мнение? порой хочется прям билборды, баннеры поставить, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ага. Не Все равно, то ссорят. есть, в принципе, получается Еще такая... менталитет. То есть на первом месте у нас проблема нехватки денежных средств, второй менталитет Культура. населения, Культура. да? Культура населения. Культура населения. Вот если говорить об, наверное, тех результатах, которые вы хотите добиться от года благоустройства, в чем вы видите, ну, конкретный результат, может быть, вот этого завершения этого года, на ваш взгляд? Ну, наверное, давайте с муниципальных образований начнем. Ну, я вижу, например, чистое село, светлое село, да, в темное время суток, Мгм. прямые, ровные, хорошие улицы. Ну, как вы думаете, вот это за один год возможно добиться или нет? За один год, конечно, нет. Поэтому вот Это нужно всегда. то, что да, вот сделали поэтапно, да, ну, например, 3 года, да, Мгм. план. Вот это в 3 года
какую-то работу можно сделать. Можно сделать. Да. Самые основные, например. С чего начать? Освещение. С чего начать? С чего начать? Ну, надо, например, У всех по-разному. да. У кого-то это дороги, у Мгм. кого-то Ну, это основное, уличное да. освещение, у кого-то это озеленение. Да, да. Мгм. Ну, я так понимаю, мне кажется, что это должно быть так, да? Потому что у всех разные проблемы. У кого-то еще и улицы не горят. Есть у нас еще такие населенные пункты. Есть. Значит, перед ними стоит задача это уличное Мгм. освещение, Мгм. наверное. В темное время суток не походишь. А у кого-то, когда у кого решены вопросы уличного освещения, они решают вопросы дорог. У нас Мгм. еще не все асфальтировано, да? Не все дороги. У нас тротуаров нет порой, говоря там. А когда это уже все есть, наверное, уже решает внешний облик. Здесь уже и кто решает вопросы города, допустим, и фонтанов, и монументов, и памятников, и каких-то декоративных элементов как города, и озеленения прежде всего. Вот мне бы, конечно, вот лично, как я человек, я очень хочу, чтобы наш город цвел, чтобы действительно цвели сады, чтобы росли деревья, чтобы было по улицам идти как по аллеям, чтобы это вот действительно радовало и дышалось. Мгм. Дышалось хорошо. Это же тоже важно, экологически. Вот, поэтому хочется, конечно, чтобы, несмотря на то, что это полномочия органов местного самоуправления, органы власти являются координаторами, каждый в своем направлении, как Минсельхоз, как Минтранс. Мы все помогли, и в этот год смогли реализовать те планы, которые запланировали, достигли 100% исполнения всех Мгм. показателей по этому плану. Очень хочется. Для этого, конечно, нужно привлечь общественность всеми силами. Только от нас самих зависит, в каком городе мы будем жить. Ну да, в общем-то, собственно говоря, мы, собственно, Да. сами и делаем этот город, да? Пожалуйста, вот какие результаты вы хотите видеть в своем населенном пункте? Ну, во-первых, мы исходим из того, что вот, чтобы конкретному человеку, конкретному ребенку вот, было комфортнее жить просто. Мгм. Да. И ставим задачи, как достичь вот этих целей. Там, допустим, построить побольше детских игровых площадок, там, вот, тоже уличное освещение. А детские игровые площадки относятся? Конечно. Да, конечно. Это объекты внешнего Да. благоустройства для мест я общего уже просто пользования. Да. Начал. И дороги тоже, потому что, ну, чтобы человек от точки А до точки Б без всяких проблем, ну, без поломок там Ага. мог проехать. Ну, вот элементарные вещи, вот дороги, освещение, вот детские площадки. Вот. Мгм, мгм. А у вас? Вот вы, как распределитель денежных средств. Ну, на примере, да, вот по грантовой поддержке местных инициатив у нас строились детские площадки, да, и Мгм. там принимали участие сами население, да. Мгм. То есть они уже как бы участвуют в этом вот, при строительстве спортивной площадки или детской площадки, и у Мгм. них есть уже ответственность. То есть, а молодежь уже как бы знает, что там приняли участие их родителей, и уже как бы тоже к этому причастие получается. Мгм. И бережнее. Да, относиться. бережнее относятся. Мгм. И все эти данные мероприятия направляются на улучшение качества жизни населения. Поэтому не только там администрация муниципального образования, но и население должно это понимать. Мгм. Пожалуйста, вы как Да, относитесь? ну, по городу, конечно, хотелось бы сказать, что при грамотном руководстве, да, города, естественно, все познается в сравнении, да, и сравниваются те, другие, когда сейчас намного стало краше, лучше. И город, он настолько приукрашен, да, город, пригороды, и значительно стало намного чище. Вы сами же, наверное, обращаете, да, внимание? Чище в пригородах, знаю, а в городе чище стало. То есть к этому приложено все, и будем строить, будем благоустраивать, будем озеленять, будем жить, и все у нас будет хорошо. Мгм. Да. А вот мы знаем, что глава Республики Саха-Якутия совсем недавно встречался с главами муниципальных образований, ведь так, да? Мы знаем, что он дал какие-то установки, наверное, какие-то напутствия главам муниципального образования в год благоустройства. Что он вам сказал? Что он вам, какое напутствие дал, какие установки он дал? Но то, что мне запомнилось, это самое главное, вот, не путать те же, да, вот, благоустройство домов с благоустройством территорий. Мгм. Самое главное, во-первых, сделайте свои улицы, освещение, Площади. да, площади, озелените. Вот самое главное, вот это запомнилось. Мгм. То, что вот в правилах указано, вот эти работы выполняйте. Так, а вам? Лишнее не надо.
Глава республики обозначил, что мы все живем в одной вот финансово-экономической общественной системе, и у нас одна и та же цель. И вот мы не должны думать, что кто-то работает в одном направлении, кто-то. Мы все работаем в одном направлении и должны видеть одни цели перед собой. На уровне правительства, органов местного самоуправления, общественных организаций и так далее. Ну, ясно. Большое вам спасибо, уважаемые дамы и господа, за участие в программе. Вот такое, может быть, у нас будет год благоустройства. Я благодарю вас за то, что были с нами все это время. Можете посмотреть нашу программу в любой момент на НВК онлайн. Спасибо вам, всего доброго.